Добрый день, дорогие наши учителя, педагогический дружный коллектив Артемского образовательного центра. Я очень рад, что вы пригласили меня сегодня участвовать в вашем педагогическом совете. Я очень как слышим вас и видим. Хорошо. Слышим. У нас вы входите в сети школ, носящие имя первого президента. Мы общими усилиями свой лозунг или как желание, стремление показать, выбрали такой тезис: объединяя лучшее, быть первым. Вот я убедительно прошу, что вот она всегда присутствовала. Мы должны объединить и прошлое, накопил педагогический коллектив школы. И второе, мы должны отвечать вызову времени, о котором вы собираетесь смотреть. Еще 90-е годы, когда вы стали впервые в своей истории. Валентина Петровна, какой год был это? 96-й год. 96-й? Это был 1995 год. Да, в 1995 году стали третьей школой. И вы, на мой взгляд, правильно понимая, интуитивно, возможно, вызов времени, вы разработали концепцию, и основой концепции являлась подготовка инженерно-технических кадров. Тогда мы не знали, что такое компьютеризация, интернет, IT, не знали, не слышали даже роботизацию, искусственный интеллект и так далее. Но мы понимали, мир меняется быстро, ведущий и направляющий, определяющим будет IT-индустрия, основой которой является инженерное техническое образование. Я думаю, мы не ошиблись тогда. И сегодня те ребята, которые поступают после окончания школы, Бауман, инженерно-технические, Вон Буревича и другие технические университеты в недалеком прошлом Артемским, Чапаевским ребятам и родителям даже вас не видели. Вот что значит правильное определение стратегической линии развития, подготовить учительские кадры, подобрать, объединять их устремления. Вот поэтому, я думаю, нынче как никогда мы руководством школы по онлайну и по телефону интенсивно поработали, о чем Михаил Иванович говорил сегодня. Мы все же должны отвечать уже своему названию научно-образовательного
И поэтому не только учебники изучали ребята по учебникам, но делали. Это, пожалуй, самая трудная часть будет. Мы в основном, чего греха таить, развиваем детей детскую память. Через это пытаемся накопить знания. А вот практичности, а чего не требуется, и наука была не только фундаментальная, но она прикладная была. Вот именно наука пришла в стену школы, будь сельская. А я думаю, прежде всего в сельской школе должна прийти наука. И вот почему мы настойчиво ставим, что наши ведущие учителя сами стали научными работниками. Сейчас кандидатской диссертации. Мы сейчас проводим довольно большую работу второго потока, 100 аспирантов. Виталий Иванович, сколько человек у нас учителей школы принимает участие? В работе в аспирантуре, да, вот, который Юрий Иванович курирует, у нас мы планируем в этом, в прошлом году планировали одного человека, в этом году тоже одного, и в 23-м двое. Мы пока вот такие реальные. Хорошо, конечно, реально надо посмотреть. Это нет отчета, галочки. Так, это долгоиграющее, постоянное направление должно быть в подборе кадров. Второе, какие вызовы сегодня ставит время? Это воспитание личности, формирование личности именно в стенах школы. На мой взгляд, есть огромные пробелы. Это старый метод, когда внедряли в школах воспитатели, так, заместители директора по воспитательной работе. Один человек абсолютно не под силу решить эту проблему. Если каждый учитель не поймет этого, именно через предмет, через обучение, через постоянное общение с ребенком не будет закладывать основу твердого характера, воспитывать волю, стремление, патриотизм, то никакой заместитель эту проблему не решит. Поэтому, на мой взгляд, еще раз нам надо подумать, посмотреть и разработать концепцию воспитательной работы учителя в стенах школы. Еще греха таит, в советской школе была четко разработана воспитательная система учащихся. Будь пионерской организации, комсомольской организации, так, они так или иначе, общаясь с своими ровесниками, проводили общественную воспитательную работу. А классный руководитель, конечно, сам Бог велит. Вот вы в свое время проводили педагогический совет специально по произведению Василия Александровича Сухомлинского «Сердце отдаю детям». Но на этом и остановились. Забыли об этом. А у Василия Александровича трилогия
есть. Первое – это названная работа «Сердце отдаю детям». Второе – это воспитание гражданина. И третье произведение – это письма к сыну. Я попросил бы все же через библиотеку доставать. Сегодня тиражировать не проблема. И каждый учитель бы еще раз вникся той системе, которая была заложена и давала великолепные результаты. Мы намного в советский период были богаче духовностью, нравственные, более порядочные, больше думали о родине, чем сегодня. Но нельзя учителю не знать произведения Антона Павловича. Вот. Его великолепное произведение «Педагогическая поэма». Эти произведения в любом строе подходят, потому что там изложено мировоззренческий подход воспитания ребенка. Именно мировоззренческий подход. Вот поэтому я не случайно нашу беседу, нашу встречу начинаю вот с очень злободневного, очень сложного вопроса воспитания и формирования личности. Чего греха таить, я многими нашими выпускниками встречаюсь, убеждаюсь, доказываю необходимость не забывать альма-матер. Помочь, чем можете. И советами, и идеями, и поддержать материальное обеспечение оборудованием, оформлением кабинетов и так далее и тому прочее. Да простым посещением своих учителей, своей школы. Очень туго двигается это дело. Очень туго. И Михаил Иванович, наверное, убеждается в этом. Вот. Несколько раз попыток было объединить, создавать ассоциации выпускников и так далее. Создавать фонды, помочь. Вот Арсен Томский, он в нашей школе не учился, не выпускник. Но он сразу откликнулся, когда предложением школа вышла, не мог. Или Иван Тимофеев, это мирнокангаласский парень. То же самое. А где наши свои 750, по-моему, 770 выпускников? Это большая команда. И со стороны школы объединяющей такой, со стороны классных бывших руководителей, понимаете, постараться объединять, в удобный момент приглашать. Всего небольшого труда не составлять по онлайн-конференции, что выступали о своей работе, рассказывали, как они выбрали эту профессию, вот. Как, в какой университет они попали, кто посоветовал и так далее, и так далее. Насколько я знаю, уже 3 или 4 кандидата наук наших выпускников. Так, по-моему, человек 3-4 тоже за рубежом уже работает, довольно большие компании. Вот когда действительно
душевные проводишь беседы, когда начинаешь с ними договариваться. Вот Мичель Иванович мне рассказывал девушку с Верхояния, по-моему, да, Николаева. С Верхояния, которая окончила эту школу. Но начинает, понимаете, помогать, устанавливать, понимать, стипендии отличникам. Это великолепно же ведь. Вот нынешний несчастный год, понимаете, когда горел общежитие, где большинство учителя жили, ребята все же, где-то и совесть заиграла, наверное, где-то и обращение, где-то вообще человеческое понимание. Тоже собрали, сколько, Мичель Иванович, около 2 миллионов, да? Да. 2 миллиона. Около 2 миллионов и так далее. Вот, если раньше мы спонсорами, меценатами, вот, приглашали, руководителей солидных организаций, более продвинутых бизнесменов, то мы должны со стен школы воспитать новое поколение меценатов. Это меценаты, выпускники данной школы. Это тоже результат воспитательной работы, которую мы провели в школах. Как они восприняли, как они формировались, насколько, понимаете, близко к сердцу принимают нужды, трудности и так далее. А если в отношении своей школы относится так бережно, так внимательно, то и другим окружающим людям тоже так же он будет относиться. Воспитание огромную роль играет, понимаете, и различные не кружки, а вот уже с кружковской формы надо переходить в создание духовых оркестров школы, хоров, театров школьных. Вот. И очень широко и вы должны это понимать. С одной стороны, гордиться, что эти проекты родились у нас. Будь это музыка для всех, рисуем все, играем в шахматы, многоязычие, здоровость с рождения, здоровость с рождения и так далее, которые вот у нас в Якутии родились. С вашей долины основном. И прежде всего это внедрять, это огромное воспитательное значение. Я не преувеличиваю, скажу, но не было в мире страны, которая создала столько патриотических песен в годы войны, которую народ с любовью до сегодняшнего дня поет. То есть эмоциональное влияние, а воспитание много эмоциональности носит на себя, нагрузку. Вот. Сравнение с песней трудно найти. Сравнение с музыкой трудно найти. Я думаю, воспитание, безусловно, одну из ведущих ролей – это семейное воспитание. Школа как должна? Вот вы уходите от старых форм проведения родительских собраний и так далее. А вы вместе с родителями именно по их методологии. Вот. Насколько они брали у своих родителей хорошее, и как они передают
эту хорошую традицию своим детям. Это тоже огромное воспитывающее значение. Именно традиции. Благо история так сложилась, что ваша долина, где стоит ваша школа, ну, я не знаю других мест, где столько событий происходило. Одно из ведущих племен жило, основателей народа Саха. Столько мудрых, но не образованных, но мудрых людей эта земля дала. В то время безграмотному человеку, некрещенному, дойти до царя, добиться приема и ставить те или иные вопросы – это большая мудрость, воля, сила характера. Почему их образы не становятся у нас воспитывающими факторами? Мне порой очень стыдно, когда, имея такие богатые традиции, улус прежде всего, об увековечении этих людей практически ничего. Ну, проводят конференции круглым датам, и на этом все. Все забывается. После воспитания я хотел бы остановиться. Второй вопрос – это качество образования. Это вызов времени. Это вызов времени. Если на таком уровне качества школьное образование будет, то я представляю, через 15-20 лет мы где будем находиться в аналогах истории. В 90-м году, когда мы приняли декларацию о государственном суверенитете, мы по развитию человеческого потенциала, по определению Организации Объединенных Наций, занимали 49-е место по интеллекту человеческих ресурсов, 49-е место среди субъектов Российской Федерации. 49-е место. В 2000 году, через 10 лет, аналогичный анализ был сделан, и мы были в 8-м месте. Вот какой взлет был в развитии человеческого ресурса. Вот глава сегодняшний Арсений Сергеевич ставит вопрос, задачу, что наша республика по качеству образования вошло в число 15 ведущих территорий России. Посудите сами. Когда итоги подвели прошлого учебного года в марте месяце, Министерство образования и просвещения Российской Федерации, якутское образовательность качество было в 47-м месте, 45-м месте. 45-м месте.
Это не только позор, но это провал. В 90-х годах решалась проблема, что 65-70% выпускников средних школ в тот же год поступали в высшее учебное заведение. А сегодня что? 48-52% поступаем. На средняке вы никуда не уедете. Никуда. Когда совершенно другое положение в целом в стране. Когда люди создают своим умом, талантом, способностями свое благополучие, а не пособиями детскими преимущественно, не материнским капиталом создают люди свое благополучие. Поэтому раньше, если средняк, троечник, еле-еле закончивший среднюю школу, поступал в профессионально-техническое училище, после этого трактористом, шофером, в колхозах, совхозах работал, то этого нет. То этого нет. Сегодня после воспитания это качество образования только будет определять человека. Значит, его судьба будет решаться его знанием. Ее будущее. А с такими знаниями. Вот в то время ваша школа всегда 100% поступали ребята. 100% поступали в высшее учебное заведение. А сегодня? Я помню, по-моему, до 8 человек золотые медалисты были выпускниками. Вот. 4-5, а сегодня только 2. И то, по-моему, интернатчики оба, да? Интернатчики. То есть остальные. А местных ребят нет. Местные ребята поступали, заканчивались золотыми медалями. Вот. Поэтому я еще раз говорю, каждый учитель, как зеркало отражается в своем ученике, его профессионализм, самого его знания, и его интересные подходы, богатое видение мира, не только своего предмета. Вот поэтому я убедительнейшим образом прошу каждый из вас сидящих. Вот редко найдешь школы, где 5 человек практически преподаватели имеют специальный преподаватель иностранных языков. В основном английский. Я всегда говорил вам, когда дарил вам британику, великолепнейшую, понимаете, энциклопедию английскую. Ваша задача, чтобы ваши выпускники в год окончания своей школы читали эту энциклопедию.
на том языке, на каком написано. Почему? Почему не читают? Кто ограничивает нешкольные? Столько времени. Вот вы нынче, прошлый учебный год, начали общаться Академии МОКа. Так? Это международные открытые онлайн-курсы. Сколько ребят входило, сколько учителей? Это Марина Петровна. Уважаемый Михаил Ефимович, все учителя, все классные руководители и предметники подключали своих детей. И можем сказать, что с 5 по 11 класс все дети ознакомились и зарегистрировались на курсах. Но в этом году будем уже системно. Если прошлый год было ознакомление и просто регистрация, с этого учебного года будет уже целенаправленное отслеживание детей, как они обучаются. Спасибо. Давайте, чтобы она вошла в систему. Вот наша беда, мы шарахаемся. Или другой учитель придет, или другой руководитель. Мы просто забываем и борясь, что у нас, понимаете, реформы за реформой в школьном образовании, который не улучшает, а постоянно ухудшает. Поэтому вы то, что разработали, вот то, что, понимаете, перспективно смотрите, вы никогда не отказываетесь. И самое главное, базируйтесь на свой опыт, на свой выработанный, выстраданный опыт, на свою методику, если она эффективна. Не отказывайтесь при всем, понимаете, реформе. Вот сегодня одно говорим, завтра приходим, другое говорим, третье говорим, а результаты десятилетиями, столетиями приходят результаты. Если вы в этом направлении твердо будете стоять, то вы никогда не свернете, и результаты у вас будут постоянно стабильнее. Вот тоже написать надо методику, как надо общаться с миром. У вас есть методика вот, изучения иностранного языка? Написано вами, 5 учителями. Что мешает написать? Вам же лучше видно, как ребенок вот, ту или иную методику лучше принимает. А ту методику пишет, понимаете, где-то в центре, кабинетах, давно не работавшие, не посещавшие школу люди, различными, понимаете, научными словами, заменяя суть, содержание никому непонятных слов, наборов. У нас все мастера, высшая школа экономики. Вдруг, понимаете, начинает диктовать. Даже до вас, до Якутии, до Кангаласского улуса дошли. Какое они имеют право? Или Сбербанк, понимаете, во главе с Грефом.
Оказывается, образование не воспитательный характер, а это услуга. Услуга бедных, понимаете, богатым. Что за это? Все разину в рот, понимаете, смотрите. Откуда он, кто дал ему право? То ли президент, то ли Госдума, то ли законодатель. Кто ему дал право-то? Все сидим, молчим. Так эти люди доведут нас. И последнее. Уважаемые коллеги, учителя наши, мы недавно провели онлайн-совещание с активом Актемского муниципального образования, в результате которого мы создали 2 комиссии при главе. Комиссия будет работать, одна комиссия, это обеспечение жителей, всех жителей села Актемцы средним достатком заработной платы, доходе. И вторая комиссия по созданию нового облика села Актемцы. Мы туда пригласили не только жителей, не только актив сегодняшний села Актемцы, а пригласили ученых со стороны, людей с опытом, люди, которые не только будут говорить, но и лоббировать решение этих или иных вопросов, то есть работников государственных учреждений и так далее. Я прошу здесь активно подключаться. Во-первых, выбрать время, пригласить главу администрации села, послушать, как он видит реализацию этой программы, работы этой комиссии. Так. Мы поставили перед собой задачи десятилетней, 10 лет продолжительности. Первый этап – это мы начнем с будущего года, год столетия республики. Да. И в этот период мы в основном будем обеспечивать проектными сметными документациями, научиться участвовать в конкурсах, грантах, не только республиканских, но и ведомственных, сельское хозяйство. Сейчас очень хорошее российское сельское хозяйство, Министерство сельского хозяйства очень хорошие гранты установил, довольно большие, и в финансовом отношении большие, так и участвует в социальном преобразовании села. Раньше практически этими вопросами не занималась только производством, а сейчас социальными вопросами будет заниматься. Так, первые 5-летки мы должны иметь доходность членов каждой семьи не ниже прожиточного минимума. Если сегодня где-то 25, 27, 28 тысяч прожиточный минимум, то каждый член семьи имел именно в таком размере обеспеченность финансовыми ресурсами. Так? А второе десятилетие мы должны жить в среднем достатке. То есть каждый член семьи должен иметь доход 2 минимальных прожиточных минимума. 2. Вот у нас конкретные задачи такие. Вот.
каждый двор, каждая семья вот конкретно должны знать, в чем нуждаются они, составление грантов, составление проектов, защите их и так далее. Вот эта комиссия будет помогать им. Так, и мы должны закончить эту работу так, у нас УЛУС образовался в 1861 году от 150-летию. То есть это сколько, какой год получается? (31). Вот второй этап. Первый этап мы начнем на будущий год, 22-й, и закончим в 31 году. То есть 9 лет будет идти. Вот работать двух комиссий, двух основных направлений. Так, дальше. Вот. Наталья, этот самый Валентина Петровна. Школа в каком году 150 лет? В 24 году, В 24 году, да? Вот сегодня 21 год заканчивается. 6 января. 6 января 24 года. Ага. Вот 3 оставшиеся года мы должны подготовить план действия вот, встречи юбилея 150-летия. Уже надо создать комиссию, так, создать членами, пригласить не только сегодняшних, но всех активных людей, которые в той или иной форме обучались или работали в свое время, и сегодня работают вот, в нашей школе. Вот. Поэтому всенародно, широким размахом отметить. И здесь то, что недочеты, то, что вот в строительстве мы ставим, так, его надо выполнить. Вот, Виталий Иванович, я просил, чтобы ребята своими глазами, они вот делали дизайн этой площадки, где старая школа, церковь, новая школа, так, физико-математический форум, академия малая. Вот эту территорию, единый центр сделать, и подготовить именно эту площадку к 150-летию. Не только ремонтом там крыши заниматься, а более серьезными вещами. Там, как договорились, есть хороший спортивный зал, многофункциональный спортивный зал был и так далее. Так, объединенный с малой академией наук. Еще какое здание надо расширить нам, тот самый технопарк, как договаривались на эту тему. Вот, обустроить, облагородить. Вот, красиво. Ребята сделали, нет, этот проект? Ну, проект сделали. Начинаем. Ага. Ну, надо тогда широкой публике защите вынести, так посмотреть и до конца года утвердить, чтобы эту работу начали мы следующего года. Вот что я хотел. Спасибо за внимание, послушали. Правда, сегодня не пишет, никто пометку не делает, а в основном, по-моему,
нажимать свои телефоны. Там надо записывать. Спасибо.